Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Сердар Бердымухамедов провел телефонный разговор со специальным представителем президента США Керри. Туркменские борцы завоевали 8 медалей в первый день чемпионата мира по курашу. В Туркменистане ожидается похолодание и другие новости. Глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел телефонный разговор со специальным представителем президента Соединенных Штатов Америки по климату Джоном Керри. В ходе беседы стороны обсудили актуальные экологические вопросы. Главными темами беседы стала подготовка к предстоящей конференции КОП-28 в Дубае, климатическая проблематика, в частности взаимодействие Туркменистана и США в области сокращения выбросов метана в атмосферу и возможности правового закрепления сотрудничества в данной сфере. Обеспечить праздничное оформление и благоустройство Ашхабада, а также проведение культурно-массовых мероприятий на высоком уровне, которые пройдут в столице по случаю широко отмечаемых в стране Международного дня нейтралитета и Нового года, поручил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ходе рабочего совещания по цифровой системе. В предстоящую неделю в Туркменистане ожидается умеренно прохладная погода с температурой днем около плюс 13 градусов. Ночные температуры понизятся, особенно в северных регионах, где ночью возможны заморозки до минус 2 градусов. Также прогнозируются осадки в некоторых частях страны. Руководитель Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов поделился фотографией своего алабая Акдуса на снежном фоне. Пост в соцсетях он сопроводил подписью, которая в переводе с татарского означает «белая зима в его глазах, свет в его сердце». Напомним, что туркменского алабая главе Татарстана подарил национальный лидер туркменского народа в мае 2021 года, когда Рустам Минниханов был в Ашхабаде с рабочим визитом. В Туркменистане стартовали продажи новой капсульной коллекции бренда одежды Deb Urban Winter 23-24. По словам представителя бренда, каждая коллекция – это новая страница истории компании. В этом сезоне дизайнеры Deb уделили внимание деталям, объединив в зимней коллекции популярный сегодня стиль, спорт-шик и присущий бренду комфорт. А притягивающий внимание трендовый ярко-красный цвет стал ключевым цветом коллекции одежды. У города Аркадаг в Туркменистане появился официальный сайт arkadakshahiri.gov.tm. В настоящий момент на сайте доступна различная справочная информация, посвященная первому в стране умному городу, а также достопримечательностям и известным личностям. На сайте есть форма для обратной связи. Любой желающий может задать интересующий вопрос о городе и получить ответ от администрации ресурса. 28 ноября у православных христиан начался рождественский пост, который продлится 40 дней и завершится в ночь на 7 января, в день празднования Рождества Христова. В пост верующие отказываются от употребления продуктов животного происхождения, таких как мясо, молоко и молочные продукты. Верующим разрешено употреблять рыбу и рыбную икру, а также растительное масло, грибы, овощи, фрукты, крупы, орехи, постный хлеб и выпечку, мед, соевое, миндальное или другое растительное молоко. Главное значение поста – это духовное очищение человека. За 40 дней верующий должен стать более терпимым, сострадательным, научиться прощать и помогать ближним. С 1 декабря Google начнет удалять неактивные аккаунты пользователей своих сервисов. К неактивным аккаунтам относятся те, которые не использовались в течение 2 лет, то есть в которых не совершались никакие действия и не выполнялся вход. Новая политика компании распространяется только на личные аккаунты физических лиц. Бизнес-аккаунты и аккаунты образовательных учреждений не затрагиваются. В спортивном комплексе боевых искусств Ашхабадского олимпийского городка завершились соревнования первого дня в программе 14-го чемпионата мира по борьбе «Кураж». По итогам первого дня соревнований туркменистанцы завоевали 2 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые медали. Золотых медалей удостоились Динара Розыкулова и Мария Лохова. Серебряных – Айшерин Хайдарова, Айнур Аманова и Санджар Абдурахманов. А бронзовых – Гульшат Аннаева, Руслан Эсгеров и Сапа Сапаев. Во второй день соревнований будут разыграны 28 комплектов наград. Сегодня пройдут очередные матчи 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов АФК. В одном из них саудовская Аль-Фейха примет туркменский Ахал. Начало игры запланировано на 21:00 по ашхабадскому времени. Напомним, первый матч Ахала и Аль-Фейхи, состоявшийся в Туркменистане, завершился со счетом 1:0 в пользу подопечных Сердара Гильдыева. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.